Настоящие охотничьи состязания состоялись в этот четверг в Сосногорской первой школе. Охота – традиционное ремесло Коми-края, и занимались им не только мужчины. Ставить капканы на куропаток, например, с детства умели все женщины. Похоже, этот навык не исчез и у современных юных охотников. Подробнее Инна Гапонова. Пожалуй, заставив пройти все этапы охотничьего конкурса родителей, они бы с заданием не справились. Правильно разжечь костер, подать сигнал СОС вертолету, установить палатку. Тонкости известны только заядлым охотникам и рыболовам, да еще, пожалуй, бывалым туристам. Дети же с заданиями справляются легко, как с практическими, так и теоретическими. Мне понравился этап, где выбираешь рыбу и говоришь название рыбы. А мне понравился там, где на карту условия изучать. Конкурс не просто спортивный, он еще и с лингво-краеведческим уклоном. Юные охотники должны без труда ориентироваться по подсказкам на коми-языке, знать коми-названия зверей и рыб, и костюм в идеале должен соответствовать исконному наряду коми-охотников. Еще одно требование – быстро и безопасно выполнять туристические нормативы. Мы решили объединиться с Вячеславом Алексеевичем и провести вот такое мероприятие. Так как у нас, я считаю, что связаны охота и туристические умения. Поэтому вот сейчас посмотрим, вы видите, что получилось. Ну, здесь мы с удовольствием откликнулись на это предложение, потому что в туризме очень много прикладных навыков. И здесь вот эти соревнования показывают, что действительно все то, что необходимо для охотников, все здесь у нас это есть. Участвуя в состязаниях, ребята не только соревновались между собой, но и приняли участие в мастер-классах. Научились вязать лестницы, плести веревки и правильно ставить палатки. И, самое главное, соблюдать мораль настоящего коми-охотника.